На стадионе пожарной части впервые прошел спортивный фестиваль Нартских игр. В соревнованиях приняли участие министерства и ведомства. Среди них представители судебных приставов, пожарной, Владикавказская епархия, Русгидро. Всего заявлено 9 команд. Эстафета проходила в игровой форме. В этот день ребята воплотились в настоящих героев древних эпических сказаний, таких как Урыжмак, Сослан и Батраз. Девушки, выступавшие наравне с богатырями, нисколько не уступали им. Ведь точно поразить стрелой мишень не каждому удалось. Мы хотим, чтобы эти соревнования проводились ежегодно, для того, чтобы и сплачивать людей, и люди, чтобы знали, наши сотрудники между собой общались, потому что пересекаются они не только на учениях, тренировках, но и при реагировании на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Живем мы все в Осетии, потому что нарты символизируют силу, волю, стремление и мужественность в Республике Северная Осетия-Алания. Первым этапом для ребят стал армспорт – перетягивание каната, силовое троеборье, стрельба из лука, эстафета, а также перенос тяжестей на дистанцию. Пришлось выложиться на все 100. Самым увлекательным конкурсом стал так называемый пожарный боулинг. Участникам предстояло пожарным рукавом сбить как можно больше кеглей. Олег Дзыгоев стал первым в конкурсе по армспорту. Несмотря на то, что ему попались достойные соперники, смог вырвать победу. Очень приятно участвовать на таких соревнованиях, посвященных нашим ветеранам. Если бы такие соревнования почаще проводились, это очень хорошо пропагандирует спорт. Для молодежи очень полезно. На базе развернули и полевую кухню, где спортсмены в перерывах могли отведать гречневой каши и выпить горячий чай. Спортивный фестиваль «Нартские игры» прошел в рамках празднования 70-летия Победы. Рая Дзантьева, Тома Валиева, Олег Рамонов, Осетия ТВ.